Там, где еще недавно была непроходимая тайга, сегодня проложены пути, возведены мосты и станции. Протяженность железной дороги в Якутии свыше 800 километров. В постоянной эксплуатации пока лишь южная часть. Она соединяет несколько городов – Нерюнгри, Алдан и Томмот. Добрый день, маршрут до 324-го, маршрут прямо по Алдану готов на третий свободный путь. Амуро-Якутская магистраль на юге стыкуется с БАМом. Каждый год по железке ездят десятки тысяч местных жителей. Популярностью пользуются не только поездки в соседние регионы, но и маршруты дальнего следования – до Благовещенска или Москвы. С работы пока в отпуске катаюсь, хоть отоспаться. А так вон, кроссвордные, общение. Впрочем, развлечений в пути хватает, говорят проводники поезда. Например, смотреть, как за окном меняется природа. Зимой вот ездишь, допустим, очень много зверей. И олени тебе попадаются. Летом медведи весной в основном выходят. Бывает даже чуть ли не на перегонки с вагонами. Также и зайцы. На первый путь от перрона прибывает пассажирский поезд номер 324. Сообщение Нерюнгри, Томмот. Станция Томмот конечная. Здесь формируются и отправляются пассажирские поезда в разные регионы страны. А Томмотский вокзал – настоящее пристанище для путешественников из Якутска и других районов республики. Это зал ожидания, он расположен на втором этаже нашего вокзала. Также еще есть один зал ожидания, который находится на первом этаже нашего здания. Популярность железной дороги в Якутии все время растет, говорят эксперты. Сейчас наиболее востребованы восточные направления. В связи с изменением туристических потоков, в связи с изменениями, так сказать, отдыха, у нас больше граждан республики начало перемещаться в Юго-Восточную Азию и стали больше ездить в Благовещенск и там дальше по территории Китая. В первую очередь увеличение числа пассажиров связано с доступностью билетов и широкой сетью маршрутов. В Южной Якутии железная дорога уже давно стала альтернативой воздушному транспорту. В Томмоте нету, допустим, самолетов, да, в Алдане то же самое. Чтобы им это надо в Нерюнгри аэропорт, да, либо Якутск. А здесь ходят прямые вагоны. То есть Томмот-Хабаровск, Томмот-Благовещенск, Томмот-Москва. Пассажирские перевозки на поездах убыточны как в России, так и в Якутии. Затраты РЖД и ЖДЯ компенсируют из государственных бюджетов. Прибыль приносят лишь грузовые составы. Но к купе и плацкартам традиционно особое отношение. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Вести, Алданский район.